На землю! Лежать! 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 Финансовой полицией в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий выявлена и демонтирована транснациональная преступная группировка, которая осуществляла незаконный ввоз товаров материальных ценностей на территорию Кыргызской республики и стран-членов ЕАЭС с целью уклонения от уплаты соответствующих налоговых платежей в особо крупном размере. Каким образом реализовывается вышеуказанная преступная схема? Организатор преступной группировки, у которой имеются свои доверительные приближенные лица, условно их назовем вербовщиками, которые в свою очередь занимаются поиском граждан Кыргызской республики, как правило, из категории людей без определенного места жительства, граждан, состоящих на учете в техдиспансере, граждан, намеренных покинуть территорию Кыргызской республики на постоянное место жительства. При этом вышеуказанной категории лиц обещаются денежное вознаграждение в сумме 20-30 тысяч долларов США. На указанные подставные лжефирмы в течение месяца завозятся товарно-материальные ценности, где, согласно действующего налогового законодательства, фирма должна заявить и уплатить соответствующие налоги за импорт завезенной продукции. Однако после истечения месяца руководители лжефирм исчезают. Кроме того, при пересечении государственной границы преступной группировкой заменялись соответствующие грузосопроводительные документы, где менялся поставщик и получатель груза, о чем свидетельствуют обнаруженные в ходе обыска печати документы российских и казахских фирм. 13 февраля 2021 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан главный организатор и члены преступной группировки, которым вменяется статьи Уголовного кодекса Кыргызской республики, такие как лжепредпринимательская деятельность, подделка документов и уклонение от уплаты налогов. В настоящее время организатору преступной группировки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО номер 1 до окончания следственных мероприятий.